6 подъездов, более 200 квартир и сотни якутян остались без доступа к одному из главных источников комфортных жилищных условий. Это было, во время обеда я готовила как раз обед. И вдруг газ исчез. Где чайник купили, где что приобрели, как-то выживаем. У меня муж, например, инвалид второй группы, и поэтому, конечно, есть сложности в этом. Полина Петровна проживает в этой квартире больше 20 лет и говорит, что раньше таких проблем не было. Мы привыкли пользоваться газом. Вдруг внезапно, не объявив ничего жителям, отключили газ. Не только по квартирам, а по всем подъездам. Практически во всех квартирах установлены газовые плитки, но из-за отключения людям пришлось покупать электрические, а также доставать раритетные кипятильники. 6 июля жильцы 16-го корпуса обнаружили уведомление, написанное от руки, где говорится, что во время плановых проверок управление газораспределительных сетей обнаружило утечку газа. Для обеспечения безопасности подачу газа приостановили. После ремонтных работ и устранения причин утечки газа подача газа должна была возобновиться. Но тут проблема появилась с тем, что не у всех жильцов были договора на техническое обслуживание. Как оказалось, у 89 квартир истекли сроки договоров на техническое обслуживание. Поэтому подключение газа затянулось на несколько дней. Нина Барашкова, староста дома, узнав о проблеме, сразу обратилась в абонентский отдел Сахатранснефтегаза. У них, оказывается, есть такая практика выездное. Я их попросила, заявку оставила. С понедельника с 9 до 16 часов приедут в Сахатранснефтегаз заключать договора со всеми, у кого его нет. На 4-е сутки после отключения специалисты приехали подключать газ. В ближайшие несколько дней планируется полное восстановление. Между тем, в этом году многоквартирный дом остался без управляющей компании. Нет хорошей управляющей компании, которая могла бы взять на себя все мероприятие и все производить так, как необходимо. 18 июля жители будут выбирать новую управляющую компанию, которая сможет поддерживать и содержать дом, чтобы в будущем больше не возникало подобных проблем. Светлана Амосова, Виктор Ячковский, Якутск.